С утра где-то близко -2. В умывальнике у нас легенький ледок. Ерунда. А снег то ли выпал, то ли не выпал. Будем считать, что немножко есть. А, иголки застыли. Пристыли. Что, Тузик? Следы хочешь оставить? Ну, 2 дня прошло, сегодня проверяем сети на втором озере. Без передыху эти дни. Дождь хлестал, откровенно северный ветер дул, блин, не то что дуло, деревья аж вот так сгибались чуть не до земли, блин. Как думаешь, хоть одна рыбка попала? 2. Но мы пошли на хитрость. Решили ввести в заблуждение рыбацкие приметы. Я сделал вид, что я про посуду, ну, ведра, даже не знаю, где они. А второй член нашего коллектива потихоньку взял. Ну, он все равно что-то надо иметь, и вдруг попадет. Ну что, проверяем рыбы? Пошли. Ну что, Валерий Баткевич, день короткий, блин, а я хочу квадрокоптер там над озером поднять, посмотреть обзор, снять. Поэтому, извиняюсь, я сейчас полным газом побегу, а ты уж догоняй. Как раз квадрокоптер, чтобы запустить, было время. Включи рацию! Ну, включил. Но я побежал дальше. Сегодня по коми радио сказали, что грибной сезон народ продолжает и все еще теряется в лесу. Кого-то там 2 суток искали. Молодец, мужик. 2 ночи перенес, такую холодрыгу. Наверняка спички были. Да и вообще знал, как себя вести. Гуси летят. Но слышно слабо. Камера такой звук далекий не уловит. Ну что, озерцо, подаришь нам какую-нибудь рыбку сегодня или нет? 2 дня сетки стояли. Ну уж больно поганая погода стояла. Ну, пошли смотреть. Ух ты! Вода-то что, прибыла, что ли? Вода на озере немножко, но прибыла. Приподнялась, в смысле. Черная земля с краю пропала. Это значит, с реки по ручью вода зашла на это озеро. Без передыху дожди шли, река, значит, сильно поднялась. Ну и поделилась водой с озером. А главная примета, что вода поднялась на озере. Я лодку вытаскивал всю. Задница у лодки, вежливо корма. В озере осталась. Ну что, поехали кататься? Нормально. Покеда. Ну, давай, отчаливай. Тут одна сетка у меня стоит. Ну-ка посмотрим, что-то тут есть или нет. Ух ты, нифига себе. Коряга и плотва. И плотва-то достаточно крупная. Ладно, сначала квадрокоптер запустим. Ну что, сначала посмотрим, как выглядят окрестности. Ага, кто-то дергается. Так. Окунь. Рыбка плавает по дну, не поймаешь ни одну. Такая поганая погода стояла, блин. Так, какой-то хвост торчит. Проверяем.
похож на щучий хвост. Так. Ну, ничего. Но рыбы, в принципе, мало. Штучно. Гуси постоянно летят с утра. Да, видно в тундре нажало. Нам не нужно. Это не нужно. Тузик, что смотреть? Лайк, голос надо давать. Эй, пупчик, редиска. Ладно, первую сетку. В принципе, пока 2 щучки, и 3 плотвички и 1 окушок. Я думаю, с такими темпами вероятность, что ведро наберется, стремится к минимуму. Дно закроет. Вообще-то с такими щуками, 2 щуками дно закроет. Че, Тузик, бегаешь? Ищи себе обед. Где твой обед? Что думаешь, я тебя возить, что ли, буду? Ой. Ой. Чуть не понял. Блин. Ну, Тузик отвлекся, блин, я кому-то. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Все-таки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ох-охо. На глубине. Ну и по размерам. И больше щук. Больше на глубине. Подальше от травы. Надо до дяди Валеры вторую сетку довести. Что засомневался, может, за счет размеров? Ой! Ой! Хо-хо-хо. Блин! О! Блин! За счет размеров щуки, может, и ведро и будет. Ну что, неплохие размеры щуки попали. Пошел дальше. Ну что, и едем дальше. Тузик, иди голос давай. Ну-ну-ну, что ты думаешь, я тебя приглашаю, что ли? Иди обед себе ищи. Ну, Тузик-то быстрее. Ух ты, быстрее меня. Вот редиска. Эй, пупчик, догоняй. Ух ты. Да, вообще-то не говори гоп, пока не перепрыгнул. Опа. Попала или не попала, а? Рыбки-то нам. Ну, а тут как? Ух ты. Ну,
Немного, но есть. Слушай, а ведро практически заполнилось неожиданно. Я думал, там еле-еле душа в теле. Но это чисто из-за того, что большие попали. Из-за этого. Ну, будем считать, там ведро, здесь ведро. Ну, за последней сеткой. В принципе, рыба, где попала, там на глубине. И достаточно крупная. Ну, давай, давай. Бегай. Ну, мне туда надо. Так, сегодня тишина. Сегодня бы получше попало. После непогоды хороший день выпадает, там тучей залезла бы. Но наша рыбалка закончилась, ладно. Там ведро где-то есть, поэтому кончаем рыбачить. Много вредно, талия пропадет. Не драться, нам сюда. Ух ты, ни хрена себе добыча. Во-первых, сетка не утонула, это значит рыбы тут нету. Так. А взамен утка попала. Вот дает. Нырковая. Нормально. Так, а рыбой тут и не пахнет. Тут мелковато. Опа-на. Что-то есть на глубине. Ух ты. Хорошая щучка. Короче, чем позднее осень, тем лучше на глубине ловится. По сути дела, 2 щучки и утка. Как бы сказать, неплохо. Неплохо. Последняя сетка. Кто-то тут вылазил. Следы оставил. И немножко не совпадает. Тузик, не марать. Так, ну здесь не осталось. Бобер, что ли, вылазил? Такую канаву сделал. Вот здесь вылез и там прошелся. Там потоптался. А у меня за кустами потолушка. Вот мама мия. Неужто не повезло? Ну, привет. Давай выключаться. Ну что, надеюсь, выключилась? Выключилась. 2 дня стояла. Ну что, поехали. Все-таки вот эти сапоги с тонкими голенищами. Не знаю, они легче или не легче. Голенища тонкие. Когда ездишь на лодке с согнутыми коленями, в легкую их меняешь. То бишь одну вытянул, вторую подогнул, наоборот. И поэтому не устаешь. И ходить, в принципе, напряга нету. Пожалуй, зря их критикнул. Может, они слабоваты, из этого тонкие. Вон, как купил в тот же сезон весенний, бац, пробил. Ну, заклеил и ничего. Второй сезон сходило. Правда, вот здесь на сгибе они слабые, то бишь их постоянно голенища надо выпрямлять. Если на зиму оставишь, почти гарантированно там где-нибудь дырка будет. Но функционально, вот, пожалуй, лучше, чем с этими толстыми голенищами. Если ты не чисто в трусах ходишь, а что-то одето, она и тепло тоже помогает сохранять. По крайней мере, в начале зимы я ездил, и ничего. Ну, потащили дальше. Валерий, догадаешься, что попало на последнюю сетку? Ну, какая-то хвостатая вилась. Выдрали. Выдра это слишком жирно, но почти угадал. Хвост. Утка попала. Фух, и 2 большие хорошие щуки. О, я смотрю, у тебя больше ведра уже. Ага, нормально. Это еще пару штук. Я вообще-то думал, что хрен тут штука мыла, в смысле, штучно попадет 1-2, 1-2. Уж больно поганая погода стояла.
Я думал, ничего не попадет. А тут кирдык, ведро. Офигеть. Эти щуки даже в ведро не влезли. Ну, ладно. Ведро 12-литровое.